Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Ирака планирует официальный визит в Туркменистан. Яхшемурадов одержал победу на турнире «Беллатор». Министр культуры Туркменистана примет участие в заседании Тюрксой и другие новости. Готовность президента Республики Ирак посетить Туркменистан с официальным визитом в ближайшее время была отмечена в ходе встречи в Багдаде премьер-министра этой страны Мохаммеда Шиа ас-Судани с туркменской делегацией, которую возглавил государственный министр, председатель ГК «Туркменгаз» Максат Бабаев. Отмечалось, что на встрече руководитель иракского правительства отметил готовность и стремление его страны к развитию всесторонних и взаимовыгодных отношений с Туркменистаном, где энергетическая составляющая станет одним из главных направлений двустороннего партнерского взаимодействия. Напомним, в ходе переговоров с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем стороны подписали меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством электроэнергетики Республики Ирак. Кроме того, сообщалось, что Ирак готов ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме около 10 миллиардов кубических метров. 13-14 октября пройдет 40-е заседание Постоянного совета министров культуры Международной организации культуры Тюрксой. Согласно принятому порядку, на заседании будет обсуждена проделанная Тюрксой работа, определены задачи на 2024 год и приняты соответствующие решения. Одним из важных решений, которое будет принято на заседании, станет перенос культурной столицы тюркского мира в Анау. В Ашхабаде состоялся финальный тур конкурса среди вышивальщиц, в котором приняли участие мастерицы со всех уголков Туркменистана. Конкурс проходил в 3 номинациях: подготовительная часть работы, выбор узора, демонстрация готовых вышитых изделий. Жюри оценивало все детали, вплоть до положения ткани на коленях и умения правильно держать иглу. В результате гран-при конкурса завоевали мастерицы из Ахалского вилаята. Представители Туркменистана участвовали в 6-м международном транспортно-логистическом бизнес-форуме New Silk Way, прошедшем в Астане. Заместитель генерального директора агентства транспорта и коммуникаций Батыр Аннаев рассказал о развитии и модернизации транспортных коммуникаций в стране. Отмечалось, что Туркменистан, наладив грузовые рейсы во Вьетнам, Республику Корея и Италию, планирует расширить авиасообщение со странами Азии и Европы. В этом году в заседании Генеральной ассамблеи ПРИКС Италия-2023 принимали участие 13 новых стран, среди которых был и Туркменистан, в частности, делегация во главе с заместителем председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. В рамках фестиваля состоялись двусторонние встречи с руководством европейских телекомпаний и Туркменистана. Также туркменские представители приняли участие в церемонии закрытия фестиваля, в конце которой по традиции состоялось вручение наград. Лось, вышедший на взлетно-посадочную полосу Мурманского аэропорта, помешал приземлению самолета. О непрошенном госте экипаж самолета предупредили наземные службы аэропорта, вовремя заметившие зверя. Пилотам пришлось зайти на 2-й круг. Служащие аэропорта опасались, что лось при шуме двигателей самолета испугается и начнет метаться по аэродрому. Предсказать его перемещение в этом случае было бы невозможно. Кроме того, осенью у лосей начинается брачный период, и животные теряют бдительность и инстинкт самосохранения. В Германии появилась новая профессия – специалист по вопросам одиночества. Первый такой специализированный психолог выйдет на работу в 2024 году в Берлине. Задача специалиста по вопросам одиночества заключается в помощи людям, страдающим от недостатка внимания и общения, вернуться к нормальной социальной жизни. По данным муниципалитета Берлина, каждый 10-й житель германской столицы чувствует себя одиноким. Особенно это касается пожилых людей. Сейчас ведется поиск кандидата на новую должность. Он должен иметь высшее образование в сфере коммуникаций и опыт работы в социальной сфере не менее 2 лет. В ночь на 8 октября по ашхабадскому времени туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Яхшемурадов в рамках турнира «Беллатор 300» в Калифорнии победил представителя Польши Мацея Розански. Бой в полутяжелом весе продлился все 3 раунда и завершился победой представителя Туркменистана единогласным решением судей. Для 34-летнего Яхшемурадова эта победа стала 3-й подряд в «Беллатор». Теперь на его счету в смешанных единоборствах 21 победа, 7 поражений и 1 ничья. В Ашхабаде состоялся перенесенный матч 15-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. На поле стадиона «Капитдак» местный столичный клуб принимал Мерв. Встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу хозяев поля. «Капитдак» набрал 20 очков в таблице высшей лиги, оставшись на 5-м месте.
Мерв идет на 7-й строчке. Туркменские спортсмены завоевали 7 медалей на 19-х летних азиатских играх в Ханчжоу, которые прошли с 23 сентября по 8 октября. Престижные соревнования собрали около 15 тысяч участников из 45 стран. Сборную Туркменистана на Азиаде представляли 67 спортсменов, которые принесли в командную копилку 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. Серебро выиграл мастер спорта международного класса по борьбе «Кураж» Теджен Тедженов в весовой категории свыше 90 килограммов. Бронзовыми призерами стали дзюдоистка Майса Пардаева, курашисты Айнур Аманова и Ишанмурат Атаев. Боксер Байрамдурды Нурмухамедов, борец вольного стиля Давлетмурат Уразгалыджев и каратист Байры Байрыев. Защитник Ахала Хакмухамед Бяшимов впервые вызван в основную сборную Туркменистана. Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную команды. 23-летний футболист примет участие в осеннем учебно-тренировочном сборе команды в Дубае. Сборная Туркменистана в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2026 проведет 2 товарищеские встречи против клубов из чемпионата ОАЭ. Бяшимов выступает за Ахал с января 2023 года. 19 сентября защитник дебютировал в Лиге чемпионов АФК в матче с Аль-Фейха и отметился голевой передачей на Эльмана Тагаева. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.